боковая, нет? Нет, цепочка. Цепочка. Еще начиная с углового. Я не знаю почему, но вот надо в спокойной обстановке спросить, что помешало за 1,5-2 минуты до конца игры привести мяч с чужого углового до своей штрафной. Если бы не выиграли ЦСКА, сегодня победили бы Уфу наверняка. Знаете, сослагательного наклонения что-то в футболе не бывает. Это психология, мне кажется, нет? Может быть. Но 30 минут первого тайма это было тихий ужас, по большому счету. Две разные команды за неделю. Причем об этом говорили, предупреждали, но что-то не срабатывает. То ли уже разъезжаются по сборным на несколько выходных, ну что-то выходные сократили. Судьба Бурлака в тумане? Большом. Ну вот то же самое было с Арсеналом, по сути. Такой же, казалось бы, небольшой недонастрой, что ли, недооценка, что ли, соперника. Да, я не думаю, что недооценка его, но как-то желание каким-то, ну, академизм назвать, это, может, это не точное слово. Мало крови тоже не точное слово. Ну, не на максимальных оборотах. Вот это состояние, честно говоря, мы его опасались, но мы его все получили. Центральной зоной защиты что делать будете? Потому что Думать, если Навас будет также травмирован, еще не установится, значит будут изменения центральной. Кубахидзе молодой готов уже как бы? По здоровью здоров, но рисковать надо подумать, посмотреть. Сейчас мы заберем состав, посмотрим. Если эксперт или блок можно сделать. Замена травмы Кузьмина, замена на Кисляка, соответственно, как бы вынужденная, да, и участие в атаке. Это вторая головная боль, потому что заменить Кузьмина, в принципе, пригласили Соболева, и он обнадеживал по сборам, но защемил мениск, пока вроде без операции обошлось, но в самом хорошем состоянии, сейчас как раз кстати. Ну и на него рассчитывать не приходится. Сейчас будем искать резервы. Гетигежева пытались использовать центральным защитником. Тогда был такой положительный опыт. Теперь, знаете, задним умом мы все крепкие. Вот если бы, Гетигежев, то, что он сыграл на город центрального защитника, неплохо. Один матч с англичанами. Ну, здесь пошли по пути вроде как. Не один раз сыграли между собой, как верим, но получилось не то, что хотелось. Ну, то, что Карлос Эдуардо ушел, заменили его, вышел Азмун, до этого Девич, как бы оборонительные действия, можно сказать. Я бы не сказал, что Девич делал какие-то оборонительные действия. Где-то это не его конек, конечно. Мы просили его немножко по-другому сыграть. Заигрался. Ну, то, что мяч перестал в центре держаться на замена Карлоса Эдуардо, тоже сказал? Он, наверное, сказал, что мы эти функции хотели изложить на Девича, а он занят совершенно другим делом. Поэтому мяч перестал держаться, мы свалили свои длинные забросы с плохим подхватом. То есть вышел, сыграл, наверное, думал, это так лучше. Но мы его поправим. Победа на ЦСКА однозначно тренерская, но вот эти 1-1, судя по этим заменам... Тоже тренерская, потому что я инициировал. Еще раз довериться центральной зоне была. Ничья сократит? Мое тренерское решение. Ничья сократит количество команд? Уже сократит. Ренат Сайрович, завтра закрывать трансферное окно уже. Как-то уже скрывать многие вещи уже, наверное, и не имеет смысла. Закрыто трансферное окно для Рубина или еще что-то стоит ждать? Да, наверное, ничего не стоит ждать, потому что мы ограничены в покупке. Санкции есть. Мы не одиноки. Зенит, там уже и прочее.